Добрый день, уважаемые коллеги! Коми Республиканский институт развития образования продолжает серию вебинаров, предназначенных для методической поддержки учителей по организации дистанционного обучения. Сегодня у нас с вами заявлена тема по эффективному использованию инструментов и сервисов для организации обратной связи. Наш с вами сегодняшний вебинар будет не обычным, а будет практическим, будет представлять собой практикум. И я предлагаю вам активно включиться в работу нашего вебинара. Кто-то будет выступать в роли учителя и будет вместе со мной выполнять те задания, которые предназначены для разработки каких-то материалов дидактических, для работы потом с обучающимися. Кто-то будет выступать в роли обучающегося и будет выполнять те задания, которые мы совместно приготовим. Уважаемые коллеги, если у вас есть аккаунт на Google, то мы будем с вами работать как с учителями. Сервисов для организации обратной связи существует достаточно много. Мы с вами можем использовать, прежде всего, конечно, это электронная почта для общения в режиме офлайн. Это могут быть разнообразные чаты, это могут быть мессенджеры, это могут быть социальные сети. Тот же ВКонтакте дает нам богатые возможности для того, чтобы организовать быструю и эффективную обратную связь. А мы сегодня с вами будем говорить о сервисах Google. Почему? Потому что сегодня Google предлагает достаточно большой спектр своих собственных сервисов и ресурсов, и много приложений, которые сегодня существуют, они связаны с аккаунтами Google. То есть, если вы имеете аккаунт на Google, у вас открываются большие возможности для использования разнообразных сервисов и ресурсов. Итак, уважаемые коллеги, у кого есть аккаунт на Google, вы можете зайти в свой аккаунт. Я тоже это сейчас сделаю, и мы с вами будем работать в Google Диске. Поэтому сразу можно зайти на Google Диск, ввести свой адрес электронной почты. И ввести свой пароль. Я зашла на свой Google Диск. У меня здесь уже много разнообразных материалов, с которыми мы выстраиваем работу с различными категориями обучающихся. И сегодня мы поговорим о том, как можно использовать сервисы диска для работы с обучающимися. Для того, чтобы создать папку, мы с вами можем нажать на кнопку «Создать», вот этот вот разноцветный плюсик в левом верхнем углу. Уважаемые коллеги, кто работает вместе со мной как учитель, предлагаю это сейчас сделать. Нажимаем на кнопочку «Создать», выбираем папку, даем ей какое-то имя. Я назову, наверное, «Дистанционное обучение». И нажимаем кнопочку «Создать». Итак, папка у нас готова. Теперь внутри этой папки мы можем создавать различные документы. Уважаемые коллеги, я прошу отозваться в чате тех, кто работает вместе с нами в режиме учителя. Пожалуйста, в чате отзовитесь, чтобы я видела, что кто-то со мной вместе в режиме учителя работает, и чтобы вы не отставали. Уважаемые коллеги, мои сообщения в чате будут выходить под именем Вячеслава Алексеевича Лешка, поэтому, пожалуйста, не пугайтесь. Если видите Вячеслав Лешок, это я. Пишу вам сообщение. В чате мы будем выставлять ссылки на созданные нами документы, для того, чтобы вы могли затем в режиме ученика войти и с нами совместно поработать.
Так, уважаемые коллеги, пожалуйста, в чате отзовитесь. Чат находится под окошком трансляции на нашем сайте в разделе «Видеозал». Удобно открыть его в отдельном окне и свои сообщения там писать. Так, вот вижу, Светлана Сергеева пишет: добрый день. Светлана, вы с нами как учитель, либо как ученик будете работать? Так, коллеги, вот к нам подключились Надежда, Елена, Ирина, еще 2 гостя, которые не представились. Пожалуйста, будьте активными. Мы с вами вместе сегодня должны поработать. Иначе у нас не получится показать наше с вами взаимодействие. Коллеги, жду ваших отзывов в чате, что вы готовы с нами работать. Так, замечательно. Эви Курылева будет работать как учитель. Зайдите тогда на свой Google аккаунт, зайдите в диск, создайте какой-то документ, папочку. И далее мы будем прорабатывать и другие ресурсы. Итак, хорошо. Ну, хотя бы один учитель у нас с вами есть. Все остальные, коллеги, пожалуйста, будьте в роли учеников, но, пожалуйста, будьте активными. Мы будем в чате выставлять ссылки на созданные нами документы. Светлана Сергеева, замечательно, вы тоже с нами будете как учитель. И остальные будут выполнять те задания, которые мы с вами сейчас будем создавать. Итак, папка у нас есть, папка дистанционное обучение. Сейчас в этой папке мы попробуем наполнить ее какими-то документами и какими-то заданиями. Но прежде всего мы с вами должны научиться загружать в наш диск те документы, которые нам необходимы для работы. А для этого мы опять же нажимаем кнопочку «Создать» и выбираем «Загрузить файлы», либо «Загрузить папку». То есть если у вас файлы в папке и вы хотите полностью папку загружать, то можете нажать «Загрузить папку». Если отдельные файлы, то «Загрузить файлы». Я сейчас загружу со своего съемного диска несколько файлов нам необходимых. Ну вот в частности, рекомендации Министерства просвещения по организации дистанционного обучения. Так, вот они уже загрузились. Да, мы с вами видим, что файл загружен. И еще парочку файлов. Можно сразу выделять несколько файлов. Нажимаем клавишу Ctrl одновременно с щелканием мышкой. Несколько файлов у нас выделяется, и они идут на загрузку. Загружать мы можем различные типы файлов. Вот мы видим, что это у нас текстовый документ в формате Word. Это текстовые документы в формате PDF. Можно загружать презентации в формате PowerPoint и другие виды файлов. Да, Excel-овские файлы тоже можно сюда загружать, картинки можно загружать. Итак, файлы мы с вами загрузили. Давайте попробуем с ними поработать. Итак, мы загрузили вордовский документ, который называется «Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ СПО и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий». Это методические рекомендации, разработанные Министерством просвещения Российской Федерации. Сейчас, уважаемые коллеги, я открою доступ к этим материалам для вас всех, для участников нашего вебинара, и вы сможете в чате по ссылке зайти и попробовать с этим документом познакомиться, либо его скачать. Для этого мы должны оформить настройки доступа. Уважаемые коллеги, кто работает с нами в режиме учителя, вы можете также загрузить какой-то документ, и сейчас мы с вами будем открывать к нему доступ. Итак, настройки доступа.
мы с вами можем открыть документ только для просмотра. Да? Это будут, например, у нас люди, которым мы предоставим ссылку. Вот сейчас мы ее скопируем, вставим в чат. Люди смогут только открывать документ. Мы нажали на кнопку «Скопировать ссылку общего доступа». И посмотрите, у нас в окошечке появляются различные варианты. Просматривать могут все, у кого есть ссылка, да, то есть эти люди могут только просмотреть документ, но не могут его изменять, не могут редактировать. Кроме того, мы можем дать возможность людям комментировать этот документ, либо его редактировать. Но сейчас я дам ссылку только для просмотра. Эту ссылку мы с вами копируем. Она у нас буфер автоматически копируется. И сейчас я вставлю эту ссылочку в чат. И, пожалуйста, коллеги, вы можете по этой ссылке зайти То есть мы копируем все, что от HTTPS до последней квадратной скобки. Да, слова URL мы не копируем. Попробуйте, пожалуйста, коллеги. Я сейчас тоже попробую это сделать. До вот этого, да? Угу. Итак, коллеги, HTTPS и первая квадратная скобка, которая заканчивается за словом sharing. Там снова у нас повторяется HTTPS, Google и так далее. То есть дважды ссылка у нас получается, копируется, вставляется в наш чат. Ссылочку мы копируем и в новом окне попробуем вставить. Документ открывается. Ну, я зашла под своим аккаунтом, у меня-то он гарантированно откроется. Мне интересно, коллеги, у вас открылся документ или нет. Пожалуйста, в чате напишите, открылся ли ваш документ. То есть мы копируем вот так от HTTPS до sharing до квадратной скобки. Вставляем в адресную строку своего браузера. Уважаемые коллеги, отметьте, пожалуйста, получилось ли у вас это сделать. Открылся ли у вас документ. Напишите, пожалуйста, в чате. Мы видим, к нам подключились еще несколько коллег. Анна Маковецкая, приветствуем вас. СОЖ номер 5 города Инта, Галина Григорьевна. Пожалуйста, включайтесь в нашу работу. Итак, копируем ссылочку из чата. HTTPS и так далее. Sharing до квадратной скобочки. И вставляем в отдельное окно, либо создаем отдельную страничку. Так, к нам подключилось, замечательно. Коллеги, я пока не вижу, что у вас получилось, либо не получилось. Вообще никаких отзывов пока не вижу. А мы с вами говорим сегодня об эффективной обратной связи. Обратная связь будет эффективна только в том случае, если вы с той стороны тоже будете отзываться на наши задания, на наши предложения. Сегодня вы выступаете в роли учеников. Работаете с нами совместно. Так, хорошо. У кого-то файл открылся. Замечательно. Поздравляю вас. Вы просто под гостем заходите, поэтому не знаю, как к вам обращаться. Замечательно. Уважаемые коллеги, продолжаем нашу с вами работу. Итак, файл у вас открылся, и вы можете его прочитать, можете с ним ознакомиться. То есть это вариант вот такой вот работы, когда мы с вами хотим поделиться своими файлами. Я вижу, что файл открылся не только у одного человека. Мы видим, да, у нас появляются значки тех людей, которые смогли открыть файл. Уважаемые коллеги, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите в чат.
Сейчас у вас открыт доступ только для просмотра этого файла. Что мы с вами можем сделать еще? Если мы хотим, чтобы была возможность этот файл редактировать, мы соответствующий доступ будем открывать. Так, мы с вами поработали сейчас с готовым документом, который мы загрузили на Google Диск в нашу созданную папку. Я его сейчас закрою, этот документ. Соответственно, у вас сохраняется возможность с этим документом работать. А сейчас мы создадим документ, в котором будем выполнять задание. Итак, как загружать файлы, как загружать папки мы с вами обсудили. Кто-то смог потренироваться, кто в роли учителя зашел с аккаунтом Google. Уважаемые коллеги, кто еще к нам присоединился? Если у вас есть аккаунт на Google, вы можете сейчас в него зайти в диск и с нами совместно работу организовать. Так. У нас есть возможность создавать различные типы документов. Google документы – это документы типа вордовских, текстовые документы. Google таблицы – это документы типа Excel. Google презентации – понятно, что это презентации. Есть возможность создать Google форму, Google рисунок, Google карты и так далее. И сейчас к Google привязано очень много интересных приложений. Если мы сегодня с вами успеем, то некоторые из них я покажу. Итак, создаем Google документ. Выбираем Google документ. Открывается у нас новый документ. Мы можем сразу его переименовать. Пусть это будет документ под названием «Задание», например. Или давайте мы его назовем «Группы». Так, документ под названием «Группы» мы ввели наименование, нажимаем Enter. Все, документ у нас переименовался, это документ группы. Мы можем в этом документе делать практически все то же самое, что и в обычном вордовском документе. Можем откорректировать размер шрифта, его начертание, цвет шрифта выбрать какой-нибудь веселенький. Можем жирное, курсивное начертание выбрать и так далее. Итак, назовем этот файл «Разбиение на группы». Предположим, вы хотите создать для ребят какое-то задание, которое они будут выполнять в группах. И вам нужно предложить ребятам на группы разбиться. Вот этот файл как раз нам поможет это сделать. Сейчас мы сюда вставим таблицу. И в этой таблице ребята будут фиксировать себя. То есть те участники нашего вебинара, которые сегодня в роли учеников выступают, должны будут себя зафиксировать в этой таблице в какой-нибудь из ячеек. Так, через вставку вставляем таблицу, да, выбираем, сколько там ячеек нам надо, ну, допустим, таким образом. Так, шрифт можем откорректировать, какой мы хотим. Здесь уже нам жирный курсив вряд ли понадобится, пусть он будет обычный черный. В первой графе пусть у нас будет задание. Во второй графе мы запишем, например, фамилия, имя учащихся. И в третьей графе пусть у нас будут ссылки на выполненные задания, на ответы. Пишем так, ссылки на ответы. Мы можем красиво оформить заголовочек нашей таблицы. По центру сделаем. Итак, пусть это будет задание номер 1, условно назовем его, да? Задание 1. Далее в следующей строке у нас будет условно задание 2 и задание 3. Мы предлагаем ребятам выбрать то или иное задание и в графе «Фамилия, имя учащихся» записаться на это задание. Но для того, чтобы ребята могли это сделать, мы должны предоставить им доступ к этому документу, при этом доступ для редактирования. Итак, выбираем настройки доступа. Сейчас этот документ доступен только мне как учителю. Коллеги, кто работает как учитель, пожалуйста, успевайте за нами. Итак, настройки доступа. Нам нужно, чтобы доступ был для редактирования.
Какие еще есть у нас возможности при открытии совместного доступа? Мы с вами можем сделать ссылку, да, и документ будет доступен только тем, у кого есть ссылка. Кроме того, у нас есть возможность ввести имена конкретных людей или адреса электронной почты. То есть, если мы хотим поделиться этим документом с конкретными людьми, то мы вставляем сюда адреса электронной почты, и люди получат ссылку на почту, и только эти люди получат доступ к редактированию данного документа. Мы сделаем общую ссылку, ссылку общего доступа. Итак, нажимаем «Копировать ссылку общего доступа», и вот здесь в окошечке мы должны установить ссылку для редактирования. То есть выбираем «Редактировать». Могут все, у кого есть ссылка. И теперь эту ссылочку мы копируем. И я вставляю ее в наш чат. Замечательно, вижу, что документ у всех открылся. Так, знакомые люди откликаются. Спасибо. Приветствую тоже всех, кто к нам подключился. Я вставляю в наш чат ссылочку для редактирования документа. Итак, помним, да, что мы копируем от https до sharing, квадратная скобочка. Вот таким образом копируем ссылочку, вставляем ее в свое окошечко, в отдельное, которое вы создаете, в адресную строку. У вас открывается документ, и, пожалуйста, коллеги, зафиксируйте себя. Можете условно Вася Петров, Петя Иванов. Запишитесь на задание в ту или иную ячейку. Так, пока еще никто у нас к документу не подключился. Так, вот вижу, один человек у нас уже есть. Неопознанный ленивец сейчас запишется, видимо, на задание 1. Замечательно, что у вас все получается. Все получиться должно и у ваших ребят. Это совершенно несложно, как вы видите. Так, вы зашли, поставили курсор в ячейку. У вас должна открыться вот такая панелечка для редактирования. То есть у вас должен быть доступ для того, чтобы вы могли впечатать себя. Получается? Так, вижу, вот уже у нас 3 коллег подключились. Вот, Вася уже у нас. Угу. Так, Немчинова у нас подключилась на задание 2. Коллеги, пожалуйста, не сидите просто так, работайте вместе с нами. Наталья Немчинова замечательно на задание 2. На задание 3, пожалуйста, запишитесь, кто зашел в документ. Так, ждем тех, кто зашел на документ. Попробуйте написать. Можете себя, можете условного человека. Так, вот Вася у нас самоисключился из задания номер 1. Видимо, хочет какое-то другое задание. Так, замечательно. Все получается. Угу. Так, вот кто-то у нас даже новую строку создал в таблице. Получилось у вас это сделать. Очень хорошо. Можете попробовать со шрифтом поработать, выделить себя каким-нибудь цветом, поменять размер шрифта. То есть сейчас мы с вами тут поразвлекаемся немножечко. Обычно, когда первый раз такая работа ребятам предлагается, они тоже начинают развлекаться, но потом быстро к этому всему привыкают, и дальше уже серьезную работу мы можем организовать. Так, я сейчас посмотрю, что у нас там в чате происходит. Итак, коллеги, если у кого-то что-то не получается, пожалуйста, тоже обозначьтесь в чате. Вот, Иван Иванов выделил себя цветом. Замечательно. Кто-то курсивом выделился. Итак, идея понятна, да, что мы с вами здесь в этом документе осуществляем разбиение учащихся на группы. Задание можно здесь конкретно прописать, какое вы им предлагаете. Ребята его выполняют, размещают где-нибудь
на своем каком-то ресурсе и сюда размещают ссылку на свой ответ. Если это необходимо. Итак, я думаю, что все коллеги смогли попробовать поработать с этой таблицей. То есть это у нас документ, который мы создали на Google диске. Создавали мы его через вкладочку Google Документ. Уважаемые коллеги, я этот документ закрываю, и мы с вами переходим к следующему виду документов, которые можно в Google диске создавать. Это Google таблица. Очень удобный инструмент для создания электронного журнала. Назовем этот файл «Журнал». Нажимаем Enter. Итак, у нас теперь есть электронный журнал. Таблица, которая будет выступать в роли электронного журнала. Что мы с вами делаем? В первой графе обозначаем фамилия, имя. И далее обозначаем, например, дату. Когда вы проводите занятия. И очень удобно здесь отмечать выполнение ребятами заданий. То есть мы с вами задаем значение для наших граф. Можно двигать столбцы до той ширины, которая вам необходима. Можно сделать, чтобы все границы были видимыми, тогда вам будет удобнее работать. И ребятам тоже удобнее будет в этой таблице находить себя. И заполняем список класса. Я условно запишу несколько имен. Так, и этот журнал, он только для вас. Вы будете открывать настройки доступа ребятам только для просмотра, а работать в этом журнале будете только вы. Это лучше всего, чтобы никаких изменений никто, кроме вас, вносить в него не мог. Итак, мы отмечаем, удобно делать цветовые обозначения. Почему таблица в формате типа Excel? Потому что здесь удобно заливать ячейки. Вот, например, 25 марта Вася на уроке был. Мы договариваемся с ребятами, каким цветом мы обозначаем, что он присутствовал на уроке. Например, зеленым. Петя на уроке был, мы делаем для него заливочку зеленым. Лена на уроке не была, Катя была. То есть, если человек на уроке не был, мы оставляем ячейку не залитой, белой. 26 марта, допустим, Вася у нас пришел, Петя почему-то не пришел, Лена пришла на урок, Катя на урок пришла. То есть мы с вами говорим и о реальных уроках в режиме нашего очного обучения, и в режиме дистанционного обучения. И далее можем отмечать выполнение заданий. Мы с ребятами, например, договариваемся так. Допустим, если задание выполнено и зачтено, то я закрашиваю прямоугольничек желтым цветом. Так, прошу прощения. Вот если вы что-то неправильно сделали, можно всегда отменить. Итак, задание 1. Вася выполнил хорошо, я зачла задание, заливаю желтым цветом. Петя задание 1 выполнил хорошо, заливаю желтым цветом. И если вдруг, допустим, Катя задание вам предоставила, но есть какие-то недочеты, какие-то ошибки, мы договариваемся, например, с ребятами, что в этом случае я заливаю ячейку голубым цветом. Так, у нас Катя не выполнила задание. Катя, заливаем ячейку голубым цветом. И вы можете здесь же в таблице оставить комментарий, то есть для Кати. Катя будет видеть, что конкретно ей нужно доработать. Что для этого мы делаем? Мы выделяем соответствующую ячейку заданием голубую в данном случае. И на панели находим вот такую кнопочку с плюсиком, либо наверху у нас есть история комментариев. Находим кнопочку с плюсиком, вставить комментарий, и у нас открывается окошко, в котором мы можем написать комментарий. Например, надо доработать схему, допустим. Мы давали какую-то схему ребятам заполнить, доработать схему. Нажимаю «Комментировать», и вот такой вот маленький
оранжевый треугольничек появляется. Когда мы наводим на ячейку, у нас появляется окошко всплывающее с нашим комментарием. И ребенок видит доработать схему. После того, как Катя выполнит задание правильно, да, еще раз нам направит, мы задание зачтем, мы заливаем ячейку желтым и нажимаем кнопочку «Вопрос решен». Да, тогда комментарий будет отменен. И заливаем, соответственно, ячейку. Вот таким образом мы можем выстроить нашу работу с электронным журналом, да, с таблицей гугловской, которая выполняет роль электронного журнала. И открываем настройки доступа для чтения. Ссылку общего доступа копируем. Просматривать файл могут все, у кого есть ссылка. Так, в чат ссылочку вставлю. Ну, вам здесь ничего особо делать не надо будет с этим документом, только просмотреть. Так, копируем ссылку для входа https docs sharing до квадратной скобочки. Так, вот такой очень хороший сервис для создания таблиц. И в данном случае мы можем использовать его для создания электронного журнала. Я его закрываю, и мы с вами идем дальше. Дальше у нас есть возможность создать презентацию. Что интересно, эту презентацию можете создавать вы, эту презентацию могут создавать ребята, и одну и ту же презентацию могут создавать несколько человек. То есть это тоже такой совместный документ может быть, да, если вы такие настройки ребятам будете открывать. Итак, у нас есть возможность выбрать какие-то шаблоны оформления презентации. Достаточно много различных шаблонов. Возьмем, например, такую яркую презентацию. Ну, назовем, допустим, проект. Выполнили ученики 7 класса такой-то школы. Можем подвинуть границы блоков для того, чтобы все красиво у нас выглядело. А для добавления слайдов можно нажать на плюсик. И можем предложить ребятам заполнять слайды по группам. Да? То есть каждая группа может представить результаты своей работы на соответствующем слайде. Вы создаете слайды для каждой группы. Так, слайд для группы 1. Дальше у вас будет слайд для группы 2. Дальше слайд для группы 3. И далее мы открываем доступ к работе над этой презентацией для ребят. Заходим через настройки доступа. Автоматически система нам предлагает дать название по тому заголовку, который мы ввели. Хорошо, нас он устраивает. Пусть это будет презентация под названием «Проект». Нажимаем «Сохранить». И опять же мы даем общий доступ для всех для редактирования. Редактировать могут все, у кого есть ссылка. Копируем эту ссылку. Сейчас я ее вставлю в наш чат. И, коллеги, прошу попробовать что-нибудь на соответствующих слайдах обозначить. Итак, адрес, да, https, docs, Google и так далее. Шеринг и до квадратной скобочки. Копируем, вставляем в новое окошко. В адресную строку обязательно, не в поисковую. Многие вставляют вот сюда, в это окно. Это неправильно. Обязательно в адресную строку. Самую верхнюю. Так, ну вот у меня открылась презентация. Оно, конечно, было ожидаемо. Так, я закрою, чтобы оно нам не мешало. Итак, коллеги, пожалуйста, зайдите по ссылочке в презентацию. Так, пока не вижу, еще никто не смог зайти. У нас с вами есть здесь много различных возможностей.
Так, хорошо. Кто-то появился у нас уже. Неопознанная выдра. И вот я даже вижу, что этот человек зашел на второй слайд. Да? Она у нас обозначена розовым цветом. И вот на втором слайде розовая рамочка появилась. Так, ага, вот. Замечательно. Коллеги, пожалуйста, пробуйте, заходите. Так, вот еще кто-то у нас зашел. Угу. Коты неопознанные. И вам здравствуйте. Заходите на какой-нибудь слайд и что-нибудь там попробуйте поделать. Коллеги, у нас есть возможность на слайдах писать, у нас есть возможность на слайдах вставлять различные объекты, например, фигуры. Попробуйте какую-нибудь фигуру вставить. Можно вставить какую-нибудь картинку, загрузить с компьютера или из интернета, или добавить с Google диска. Пожалуйста, попробуйте это сделать. Даже можно сделать снимок, если у вас есть камера на компьютере. Либо со всеми этими инструментами мы можем работать также и с телефона, и с планшета. Так, пожалуйста, картинку какую-нибудь попробуйте вставить, фигуру. Угу. Замечательно. Пожалуйста, коллеги, не сидите просто так. Включайтесь в нашу совместную работу. Угу. Так, вижу, открылось у многих. Пожалуйста, ссылочку копируем, да? https sharing до квадратной скобочки. Заходите, пожалуйста, в наш документ совместный. Вот таким образом мы с вами можем организовать и работу с ребятами. Здесь также можно оставлять свои комментарии. Вот, например, да, группа 3. Я хочу им какой-нибудь комментарий дать. Да, например, напишу: вставьте картинку. Так, группа 3, пожалуйста. Кто на третьем слайде у нас работает? На четвертом, да, по третьему заданию. Так, замечательно. Вот группа 2 уже какую-то картиночку вставила, фигуру вставила. Замечательно. Вот таким образом мы с вами можем организовать совместную работу над одной презентацией. Можно это делать даже в режиме онлайн, как вы это видите. Да? То есть мы с вами проводим наш онлайн-урок, и ребята сразу эту презентацию готовят. Да? Также доступ к ней сохраняется на протяжении долгого периода времени, и ребята могут дома доработать, если это необходимо, если на уроке что-то не успели. Итак, коллеги, у всех получилось. Так, Эви Курылева, вы спрашиваете, меня видно? Каким образом мы вас должны увидеть? Вы зашли ведь под своим логином и паролем, да? Нет, у нас только все неопознанные в списке. То есть мы с вами видим, что можно работать с документами Google, не имея аккаунта в Google и не заходя через Google аккаунт. То есть вы ребятам даете только ссылку общего доступа на ваш документ, и они могут уже свободно работать с этим документом. Нина Ефимчук пишет: спасибо, пожалуйста, используйте эти инструменты в своей работе. Итак, коллеги, замечательно, букет цветов у нас появился, зимний день, очень хорошо. Вот кто-то даже добавил свой слайд, это тоже можно сделать. И вы можете всегда поработать с оформлением, с любым макетом. Можно сменить тему, можете на каждый слайд отдельную тему установить. То есть все это здесь возможно. Кроме того, можно настроить переходы между слайдами. Давайте попробуем, например, какой-нибудь переворот сделать быстро. И сейчас посмотрим, как наша презентация будет воспроизводиться. Так, вот таким образом слайд у нас будет воспроизводиться. И можем нажать «Применить ко всем слайдам». Итак, мы с вами можем просмотреть, как будет выглядеть наша с вами презентация. На верхней панели, на панели редактирования у нас есть кнопочка «Смотреть». И мы загружаем нашу презентацию.
Листаем слайды. Замечательно. Вот у нас уже готова небольшая презентация. Итак, очень хороший ресурс для того, чтобы создавать вот такие совместные презентации для совместной работы. Я документ закрываю, вы можете еще там в нем поиграть, но мы идем с вами дальше. А вот дальше я хочу показать вам очень интересный инструмент, который поможет наладить именно обратную связь, то есть получить от ребят какую-то ответную реакцию. Это инструмент Google формы. Google формы дают нам возможность создавать опросы и создавать тесты. Сейчас в Google формах появилось очень много различных возможностей создавать вопросы разных типов. Итак, мы с вами выбрали создать еще Google формы. И у нас открылась вот такая новая форма. Коллеги, кто в режиме учителя работает, успевайте, пожалуйста, за нами. Ну, если не успеваете, ничего страшного. Видеозапись нашего вебинара, как всегда, в нашем видеозале будет сохранена. Итак, мы нашу форму назовем как-нибудь. Ну, давайте назовем опрос по теме. Можно дать описание. Ответьте на все вопросы и так далее. И далее мы заполняем вопросы. По умолчанию идет вопрос без заголовка, можем пронумеровать. Да? Вопрос 1. И здесь пишем текст вопроса. Ну, давайте что-нибудь простенькое создадим. Какое сейчас время года? Ну и здесь, конечно, у нас будет вариант вопросов, один из списка. Вариант первый, да? Зима. Вариант второй – весна. Вариант третий – лето. Вариант четвертый – осень. Иногда недостаточно, да, вот тех вариантов, которые вы предлагаете, и можно добавить вариант другой. Да? Может, у кого-то какое-то там промежуточное время года на данный момент. Мы можем этот вопрос сделать обязательным, да, и тогда для того, чтобы опросная форма была закрыта, обязательно должен появиться ответ на этот вопрос. Создадим следующий вопрос. Пусть это будет у нас вопрос с вариантом, где нужно выбрать несколько вариантов из списка. Ну, например, ваш любимый писатель. Вариант 1. Как обычно, Пушкин. Вариант 2. Ну, пусть будет Достоевский. Гоголь. Ну и, например, Толкин. Тоже можно добавить вариант другой, пусть ребята напишут. То есть в этом вопросе можно будет выбрать несколько вариантов. Сделаем его тоже обязательным. Следующий вариант вопроса, там, где нужно что-то вписать. Мы забыли, что ребята у нас должны представиться, потому что форма-то вам придет обезличенная, поэтому сделаем вариант вопроса, где ребята должны вписать свою фамилию, имя. И здесь вариант текст строка. Если вам нужно, чтобы ребята какой-то побольше текст написали, то выбирайте текст абзац. Текст строка нам достаточно. То есть это вопрос с кратким ответом, и здесь ребята будут вписывать свой ответ. Так, дальше попробуем. Очень есть интересный вариант, когда у нас будет шкала. Этот вопрос можно использовать в конце урока для рефлексии. Оцените свою работу, например. И здесь мы выбираем шкалу. Можно задать значение от 0 или единицы до 10. Ну, давайте до 10 возьмем. Так, и
дать можно варианты подписи. Да? Хорошо. 1 это очень плохо. Ну и 10 пусть это будет замечательно. Пусть это тоже будет у нас обязательный вопрос. Еще один интересный вариант вопросов, который не часто учителя используют, это сетка, множественный выбор. То есть это вопрос типа таблицы получается у нас. Мы можем составить таблицу, например, установив соответствие, да, кто написал произведение. Так, допустим, Пушкин у нас будет. Здесь будет, допустим, Лермонтов. Гоголь. Так, ну достаточно. Так, и варианты. Мертвые души. То есть варианты должны быть такие, которые являются правдоподобными для ваших наименований строк. Бородино. И, например, Мцири. Или Капитанская дочка. Да? Мцири. Это тоже Лермонтов. Капитанская дочка. Требуете обязательно заполнение всех строк, да? Угу. Вот такой вопрос. И самый интересный вариант вопросов, который недавно появился в Google формах, это вопрос, в котором нужно загрузить какой-то документ. Загрузите файл. Ну, так и напишем наименование вопроса. Допустим, вы ребятам давали какое-то задание, они его выполнили и должны загрузить файл с этим заданием. Либо вордовский документ, либо какой-то еще вариант файла. И у нас сейчас есть такая возможность. Это тип вопроса загрузка файлов. То есть мы разрешаем респондентам загружать файлы на диск. Все файлы будут загружаться именно на ваш Google диск. Автоматически создастся папочка, но сейчас мы с вами это увидим. Далее настройки устанавливаем. Можно разрешить только определенные типы файлов. Можно этого не делать, оставить как есть. У ребят возможности разные. Максимальное количество файлов можно установить от 1 до 10, пусть будет 1. И можно установить максимальный размер файлов. Но помните, что это все загружается в ваш Google диск и будет там занимать определенное место. Да? Поэтому лучше максимальный размер файла ограничить. И сделаем этот вопрос обязательно. Итак, давайте просмотрим, что у нас с вами получилось. На панели есть значок глаз, да, просмотр. Итак, как вы увидите эту форму? Какое сейчас время года? Да? Мы выбираем, допустим, весна. Ваш любимый писатель Пушкин, Гоголь. Фамилию, имя вы пишете свой ответ. Вася. Оцените свою работу. Ну, допустим, 8. И кто написал какое произведение, здесь мы установим соответствие. Пушкин написал «Капитанскую дочку». Давайте попробуем ответить правильно. Лермонтов написал «Бородино». Гоголь написал «Мертвые души». И здесь мы можем загрузить какой-нибудь файл, выбрав его на своем компьютере. Например, метод рекомендации РЭШ. Нет, он у нас большой, наверное, с картинками. Давайте вот этот файл попробуем загрузить. И нажимаем кнопочку «Загрузить». Так, файл загрузился. Мы можем нашу форму отправить. Итак, и когда вы переходите опять на редактирование своей формы, вы видите, что у вас пришел уже один ответ. Посмотрим, как это будет отображаться. В виде сводки, либо в виде вопросов, либо для отдельного пользователя. Вот я ответила, выбрала весну. Диаграммки у нас автоматически составляются. Мы видим, кто заполнял форму. Вася оценил свою работу на 100% и загрузил какой-то файл. Замечательно. Сейчас мы откроем доступ к этой форме, и вы сможете ее заполнить. Так, мы нажимаем на верхней панели кнопочку «Отправить». Мы хотим
ссылку на эту форму отправить в наш чат. Да? Можно отправить форму конкретно людям по электронной почте, если вы знаете их электронные адреса. Если не знаете, то лучше использовать возможность отправки ссылки. Ссылка получается очень длинная, но здесь есть возможность получить короткий URL-адрес. Нажимаем короткий URL, и ссылка у нас укорачивается. Мы ее копируем, и сейчас я вставлю ее в наш чат. Можете попробовать эту форму заполнить. Итак, копируем, да, https form вот до циферки 7, до квадратной скобочки. https, буквы, в конце цифра 7, и до квадратной скобки мы эту ссылочку копируем, вставляем. Так, и я жду от вас ответы. Кроме того, ответы появляются у нас и в виде таблицы. И в нашей папке «Дистанционное обучение» появилась папка, в которую попадают документы. Двойным щелчком папка открывается. Вот вижу тот файл, который я загружала. Появился файл с таблицей, называется «Новая форма ответа», можно переименовать. И появился файл «Новая форма». Это наш опрос по теме. Так, коллеги, пожалуйста, попробуйте ответить. Получается ли по ссылочке зайти? Копируем ссылку https forms до цифры 7, до квадратной скобки. Цифру 7 копируем, квадратную скобку уже не копируем. Пожалуйста, обозначьте, получилось у вас или нет. Пока я ответов не вижу. Кроме своего. Так, коллеги, получается? Если не получается в чате, пожалуйста, обозначьте. Может быть, какие-то настройки нам еще надо отдельно сделать. Пока ответов не вижу. Сложные вопросы, наверное, оказались. Можете ответить по-любому. И какой-нибудь любой файлик загрузить. Мы сказали, что формат любой может быть. Может быть и картинка. Коллеги? Так, у кого-то не открывается. Должно по ссылке открываться. Еще раз попробую скопировать, чат поставлю. То есть копируем от https v7 в конце до квадратной скобочки. Так, сейчас попробую тоже открыть в отдельном окошке. Угу. Вот, открылось. Открылось. У вас тоже должно получиться. Так, вот, замечательно, все получается. 3 ответа, 4. Вот мы сразу с вами видим. У всех сейчас весна. Писатели у нас добавились. Лидирует Гоголь. Вася, Эви, Варя и Иван с нами работают. Работу свою оценили высоко, замечательно. Кто написал произведение, все отвечают правильно.
и файлики загружаются. Итак, мы с вами потренировались, да, как можно работать с формами. Но смотрите, что еще интересно с этими формами. Вот, я сейчас нажму на значок настройки, да, для того, чтобы у нас была возможность эту форму преобразовать из просто опросной формы в тест. Если мы нажмем настройки и выберем тест, переключим бегунок, то мы сможем назначать баллы за правильные ответы и включить автоматическое оценивание. То есть у вас будет тест с автоматическим оцениванием. И мы можем настроить параметры оценки, показать оценку сразу после отправки формы или после ручной проверки, потому что мы же с вами там собираем файл, да, поэтому надо будет нам здесь ручную проверку включить. Сохраняем. И теперь нам нужно будет настроить, где у нас правильные ответы. То есть мы переходим к вопросам, и нам нужно показать, где у нас правильный ответ. Настроить количество баллов. Да? За первый вопрос мы даем 1 балл. И, допустим, у нас правильный ответ – это весна. Мы его выделяем, и зеленая галочка нам показывает, что именно это будет правильный ответ. И мы можем добавить пояснение для ребят. Правильно, весна. Так, коллеги, у нас осталось уже совсем немного времени до следующего вебинара. Быстренько попробуем. Допустим, пусть у нас будет только первый вопрос как тест. И что мы видим? То есть вопрос оценивается в 1 балл. И после того, как вы проходите этот вопрос, соответствующая оценка будет выставляться. Итак, коллеги, мы с вами успели несколько сервисов Google рассмотреть, но уже их, мне кажется, достаточно для того, чтобы сегодня вы могли попытаться наладить активную обратную связь со своими обучающимися. Еще один интересный сервис, как приложение идет, недавно появился, Google Jamboard. То есть это такая интерактивная доска, на которой вы можете что-то писать, что-то рисовать, вставлять картинки, вставлять какие-то документы. Сейчас я открою настройки доступа и прошу вас что-нибудь на этой доске обозначить. Есть инструменты ручка, есть ластик, есть картинки. Так, сейчас у нас что-то тут долго загружается. Можно здесь создавать несколько досок. Не хочет доступ открываться. Ладно, тогда я просто напишу. Спасибо вам за активную работу, за то, что нашли время принять участие в нашем вебинаре. И я думаю, что вы будете использовать эти сервисы в своей работе. Тем более вы увидите, что это совершенно не сложно. Пожалуйста, в чате можете оставлять свои вопросы, мы на них ответим. Так, замечательно. И мы завершаем наш сегодняшний вебинар. В следующий раз мы рассмотрим другие сервисы, которые мы можем использовать для организации